дзе праходзіць чарговая акцыя супраць дэкрэта нумар 3 аб дармаедстве. Мы стаім на плошчы Перамогі ў Бабруйску, некалькі дзесяткаў чалавек, можа быць ужо сотня сабралася. Вось вы бачыце, як бы падыходзяць людзі паціху. У Бабруйску сёння адбыліся затрыманні, была затрыманая Галіна Смірнова, адна з лідарак мясцовай апазіцыі, таксама прафсаюзу РЭП. Таксама затрыманні былі яшчэ напярэдадні. Агулам у Бабруйску ўжо затрымана каля 5 чалавек. Людзі вельмі, можна сказаць, вельмі такія рашучыя. Людзі вельмі рашуча прыйшлі, настроеныя, абураныя гэтым станам у эканоміцы, у сацыяльнай сферы, які адбываецца. Вось бачыце, што некаторыя ўжо тут выступаюць. Это что можно? За $100 зарплату? Добрый день. Расскажите нам, что вы пришли сегодня сюда? Мы пришли за правдой в жизни. Чтобы убрали это Иуду. Это Иуда, а не правитель. Как его выбирали, так нужно, чтобы его и убрали. Никто его не выбирал, блядь. Он сам за себя и вместе с этим. И каждый раз фальсифицируют эти выборы. Кого не спросишь? Мы не ходили голосовать. Выборы 100%. Кто? Ермошина и он. Сами себя выбирают. Вот и все. И пусть освободит тех людей, которые они арестовали. Пусть освобождают активистов. Они ни при чем. Люди сами пришли сюда. Людям вот так надоело уже все это. 23 года власти, вот дармоеды. Чего не Ничего не сам? сделали. Люди так 23 года власти ничего не очень сделали. хорошо живут. Опять начались политические репрессии, опять всех арестовывают, что не так? Вчера арестовали всех, молодечно арестовали, в Бобруйске 4 арестовали. Что это, блин? Это что, не политические репрессии? А он только выступил по телевизору, сказал, дайте людям, пускай выступают. А сейчас что он делает? А сам сажает людей, за решетку сажает. Найдите место им возле параши, чтобы люди выступали. Так получается. Место отведите в парке где-то в тесне. Я здесь хочу стоять. Это моя родина и мой город. И мне не будут указывать, ходить мне в лес или не ходить, в конце концов. Дышать мне или не дышать. Мы будем решать. Мы народ. Развалить, это иметь мозги, развалить колхозы, совхозы развалить. Предприятия все развалил, а толку дать не Народ могут. содержит их, и народ же виноват. Это вообще абсурд, бляха. Нигде такого нет. Везде за границей за безработицу платят доллары, сотни долларов и евро. У нас стоишь на пособие на безработице, сколько там, $14 или сколько? Копейки. И то, если ты не пришел, тебе за нарушение снимут сколько. И что это, как можно жить? Там платят, помогают безработным, у нас еще плати ему. Бумагу кто будет собирать сынкам его на завод? Да, только что, его сынкам. Моему другу дали вон план сдать бумагу. Пусть его дети собирают макулатуру. Им попривычней, как в Шклове. Не жилось, как сейчас живет. После войны так не жилось, как сейчас я живу. Надо Вот так. бороться надо не с безработными, а с безработицей. Людям нужна работа, а не фикция, которая идет в центре занятости. И он заставляет людей работать за 200 рублей. А как за них прожить, за эти 200 рублей? Как рабочему обеспечить людей? Он обеспечит за 200 рублей. Как прожить? Ты обеспечишь людей работой, которая будет оплачиваться достойно. Пусть покажет его семья, как на эти деньги можно прожить. После войны так я не жила. Сейчас я ложусь, и я не знаю, что меня ждет завтра. А какого вы года? Вот такие. Я 38-го. 38-го Да. года. Но я прожила ту жизнь лучше, Да на чем Украине я сейчас Майдан живу. прошел, и у меня Вот знакомые так. и в Вот Киеве он везде заявил, только что Донбасс все копать, садить, Неправильно это все, работу ищите. Он Он не на понимает, Украине экономики легче у нас живет, чем у нас нет. здесь без Что мне войны. это работать? Сегодня я пока Он это экономики понимает, нет. он Он понимает. не понимает. Понимает. Он делает дурака, что ли? Он делает включает? специально, да, он это Ничего делает нет, специально. заводов нет, ничего нет. И Качанова заявляет, что он идет правильным курсом. Где тут курс? Покажите мне его. Где этот курс? У нее за $1 миллион особняк, у нее курс хороший. А куда? К варварам? З'явіліся першыя расцяжкі, бабры не рабы напісана на ёй. Вельмі іранічны такі лозунг. Мужчыны
підтримають. Ввогуле треба адзначыць, што ў Бобруйску прыйшлі збольшага нават не моладзь, а людзі больш старэйшага пакалення на гэту акцыю. Гэта, мабыць, актывісты радыёэлектроннай прамысловасці. Ёсць яшчэ, вось жанчына прыйшла яшчэ з адным плакатам. Пойдёмся глянем, што там напісана. Дэкрэты налогі хутка ўсе працягнем ногі. Добрый день. Расскажите про ваш этот самый плакат. Что с нашим государством, правда, можно протянуть ноги, потому что скоро ничего нельзя будет покупать. Все очень дорогое, и тут еще заваливают нас налогами. Угу. Ясно. Вы первый раз выходите на такие акции? Нет, второй. Второй? Уже были на первой акции в Бобруйску, Да. да? Ясно. А у вас что такое там намалевано? Что осталось от государства? Это дирка от бублика, так? Что у нас выходит, так и получается. Работаем, а получаем у нас. Не боитесь выходить? А чего бояться? Ну, не знаю. Мы с бытами выходим. Мы выходим свое право говорить слово, каждый имеет говорить слово. Сам сядет на нашей Да. пенсии, Пускай нашу зарплату возьмет. Наши детские, как он говорит, Пусть посидит сам. А вы где вы працуете? Мы на стройке. А? На стройке. На стройке. А что мы получаем? Мы ничего не получаем. Такие Приедет, нам дать $100. Ясно. Добре, пойдем. Ось яшчэ вялікія расцяжкі з'яўляюцца. Трэба адзначыць, што людзей дастаткова шмат падыходзяць. Як бы вы... Кажыце, што у вас напісана? О, у вас фіга намаляваная. Што яна сімвалізуе? Никаких налогов. Никаких налогов не будет. А у вас покажыце? Самі малявалі? Нет. Ясно. Добре, пойдёмце далей. Вельмі крэатыўна падыходзяць Бобруйск. Не высока. Вельмі крэатыўна падыходзяць бабруйцы да гэтай акцыі. Бачыце, такія плакаты вельмі цікавыя. Дзірку ад бубліка, хрэн малююць. Баста, вось вялікі лозунг вісіць, а таксама нет дэкрэту номер 3. Плошча паціху напаўняецца людзьмі. Трэба, дарэчы, адзначыць, што ціхароў асабліва не бачна. Як бы людзі дастаткова спакойна збіраюцца, ніхто ім не замінае. І я вот адзначаю, што вот бабулі, людзі вельмі сталага веку прыходзяць. Добрый день, а вы прыйшлі на акцыю? Да. А чаму? Вам ж столькі гадоў много. Ну, 70. Дети не устроены. Детствую. А сколько вам годов, скажите? Ну, сейчас я скажу. 80. 80? Но я прожила при Советском Союзе. Хорошо и было. Ездили И отдыхать. никто не раскрадал, ничего. Теперь раскрали правильно. А что, внуки работу найти не могут? Не могут. Он нашел работу, сын нашел работу. Не давали 3 года до пенсии. Нам такие не надо. Нашел работу, 6 месяцев с половиной проработал, ни одного разу не получил. Мне уже 70... Послала, биржа труда послала на работу. Мне уже 74 года. Внук пришел с армии. Вот 19 мая будет 2 года. Получил 2 грамоты за службу. Получил 2 грамоты. Не может устроиться. Куда это годится? А не боитесь, что милиция у вас тут? А пускай хоть и полиция. Я не за себя. Я прожила при Советском Союзе. Мне было очень хорошо. Пусть берут. Добре. Яшчэ падымаюць улёткі людзі, вось там вельмі шмат становіцца. В прынцыпе, трэба адзначыць, што дастаткова шмат усякай вот друкаванай прадукцыі. Людзі выходзяць з нейкімі плакатамі, лозунгамі «Разом мы сила», «Заплатим налоги» и... Ой, не бачна, прабачце. «Декрет нет, работе да», «Свобода мирных сходов». Трэба адзначыць, што таксама, што лозунгі не толькі эканамічныя, не толькі сацыяльныя, але дастаткова шмат палітычных. Як вы бачыце, што фактычна гэтыя пратэсты перарастаюць у нейкія палітычныя акцыі. Людзі канкрэтна выказваюцца супраць гэтай улады, супраць кіраўніцтва краіны, а не толькі супраць дэкрэту нумар 3. Дарэчы, вельмі цікава, што тут стаіць на плошчы танк, і яго перад самай акцыяй агарадзілі такой вот нейкім жоўтым агароджай. Пачынаюць бабулі гукаць «Нет дэкрэта номер 3». Смотрела по интернету. Мабыць, 300-400 чалавек зараз на плошчы ў Бобруйску знаходзяцца.
Бач. А люди, можна сказати, що настроєні вельми достатково агресивно, виступають. Такі, ведаеце, это нават не лідери нейкай апозиції, можна сказати, а самі прості люди. Беруть мікрофон, дакладней збираюць вакол сябе людей і выступаюць тут. Асноўная скарга ў тым, што моладзь не мае працы, як бы, і унукі, дзеці сталых людзей не могуць уладкавацца на працу. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, а что вы сегодня пришли с Баста таким вот? Ну а чего? Что здесь? Это вы сами малевали? Не жена. Ну, короче, да. Ну вы сам. вот как бы Ну, я инвалид. с кийком, да, пришли. С кийком. Пенсию получил 150 рублей. 150 рублей. Да, нормально, но мне хватит. Мало. Я жизнью доволен. У нас батька же очень хороший. Но батька хороший, везде на все налоги, на все плати, на все ему дай. 17-ю резиденцию держит, 13 самолетов в личном пользовании есть, ему все мало. Ну, а мне что? Мне 150 рублей. И что, вы потребуете отставки? Конечно. Лукашенко хватит, он уже наелся. Наелся уже, пусть другим даст поесть. Но. Ясно. Не боитесь, что милиция может тут что-то? Я милицию всю жизнь не боюсь. Ну, да, я всю... Нам нечего бояться. Что? У меня 4 детей. А, до речі, ви бачите, що в основному пенсіонери сьогодні вийшли? Ну да правильно. Пенсионеры и молодежь тоже посмотрели. Молодежи поменьше, чем, по-моему, пенсионеров больше. Как пенсионеров позажимал. Молодежь вся уехала, кто возможно, все в Россию поехали, на работу. Что у нас работает? Есть работа. Вы спросите лучше всех работающих и студентов, что с ними сделали сейчас в преддверии этих маршев. Лукашенко что сказал по телевидению? Что разрешает народу собраться, так? Почему сейчас наше правительство и все руководство запугивают студентов, всех работающих, на всех предприятиях что сделали? Подписи собрали о неучастии. Если кто-то будет участвовать, их уволят с работы. Студентам что сделали? Не дай бог, кто будет участвовать, со студентов их исключат из институтов, колледжей. Это зачем такое делать, если президент разрешил собираться? Да. Зачем вот это вот делать? То есть по телевидению говорим одно, а на самом деле другое. Зачем эти подписи собирать? Поэтому народ половина боится, а те, кому нечего терять, идут. Я остался без работы с октября. А где вы pracoвали? Я работал в Бобруйском расчетно-вычислительном центре. Главным инженером работал, ночами, выходными работал. Как я свою работу сделал, внедрил программу, я остался ненужным. Меня, чтобы не сокращать, закончился контракт, уволили. А потом сократили должность мою. Много вакансий. Я прихожу туда на эти вакансии, смотрю, никого не берут. Понимаете, эти вакансии предназначаются только для того, кого-нибудь своих сокращать и своих же туда предлагать, понимаете? То есть где устроиться? Ну, коррупция кругом. Вот сейчас он сказал, до 1 мая трудоустроить. Сейчас с 11 до 2 часов будет в театре проводиться прием. С 11 написано. Уже идет. Вот я ради интереса приду и посмотрю, как он трудоустроит до 1 мая меня. А начальство Бобруйска не выйдет сегодня сюда? А они специально сделали, чтобы в театре это проводить. А 3 мая написать И вопрос еще. И что самое интересное, вопрос, как они трудоустроят до 1 мая? Как? И пусть мне, например, по телевидению покажут всему народу 30%, которых сократит администрацию президента, да? Пусть покажут, как они пойдут за 200 рублей работать дворниками или рабочими к станку. Ни один из них, ни один не пойдет грузчиком за 200 рублей работать. Ни один не пойдет. А дворников посокращали. Бачите, невеликий такий червоно-білий стяг узняли. Це, здається, Тетяна Северинець, активістка християнської демократи з Вітівська. Будем отстаивать свои права. Чтобы наши внуки работали, пришли с армией и работают. Получили грамоты за службу. А что Родина для нас? Ничего не дает нам. Где зарплата $500? Я работаю за минимальную зарплату, за прожиточный минимум. Каждый день хожу на работу целый месяц. Где эта зарплата? Для кого он придумал контракты эти? 8 человек пошел вон.
И люди столько остаются без работы, заводы закрываются. Где взять эту работу за $500? Почалися некие аплодисменты. Что буде прийом громадян, каб питання рішалися нейкі у гарвиконкамі. Мабуть, на площі за Рехи больше моей. Бачите, не все згодні з тими, хто виступає. Чоловік сказав, що ніхто з голоду тут не шатається. И... Уважаемые граждане, обращаем ваше внимание. Сегодня Ось, бачите, з мегафоном. Удельники просто беруть і засвистують. Конечно, надо с ним. Ну, поставщики. Такой же... Там никто не решит. Не решат. Там вранье не надо. Надо, в конце концов, все люди, у нас даже дворники с высшим образованием. Почему нас делают дураками? Значит, они там умные, вот к этой умной нас приглашают. У людей, у всех, практически у всех здесь собравшихся высшее образование. У кого-то 2. И что, и мы дураки, мы быдло, а они кто? Где сидят дармоеды? Мы дармоеды. А вы працуете здесь? Да, я работаю. А я пришла поддержать. Не надо. Зачем я пришла поддержать народ против всего, против стажа сокращения у людей забрали. У людей люди до конца лет до пенсии не выработают 20 лет стажа. Детские забрали. Детские, родовые, декретные, да. Кредит дети не могут взять на квартиру. Что делается в стране? Коммуналка Кто дорожает хозяин? по-страшному. Коммуналка вообще людям не хватает на лекарства. Что творится? И мы дармоеды. А там, что сидят вот огромные дома администрации, там сидят в кабинете по 10 человек, значит, они много делают, они у них производство свое. А на выборы вы ходите? Я с первого дня голосовала против Лукашенко. И в этот раз я была на выборах и голосовала против. И я видела, стояла час. Смотрела, было 5 человек зашло. Я была 6-я. А у нас явка была 90%. О чем вы говорите? Ясно, дякую. Профсоюзная помощь. Составление... Екіп мог би зорганізувати цих людей, що робити далі, якби. Что у нас есть такие люди? Ось некий чоловік уздимає червоно-білий стяг. Тут ще не було до этого. А ви з Бобруйська? Да. А расскажите, что вы пришли? Из Бобруйска. А что вы хотите услышать? Ну расскажите, чего вы пришли сегодня сюда с детьми, на вот вы, я бачу, пришли. Работу ищем, не можем найти работу. Нема у вас працы, да? Ясно. Работу вот людям молодым. Так, а вы податок это платили цене? А? Податок это об дармоедах вы подпадаете? Нет, мы не платили. Я работала на частника, а он кинул на деньги. Вот так. Я думаю, что коля 600-700 человек уже пришло на площу Бобруйську. Это, здається, Васькович был, політв'язень виступає, Євген. Лукашенко говорил мэрам выходить гражданам, они засели в горисполкоме, поэтому пусть они выходят к нам, а на провокаторов внимания не обращайте.
Да, правильно, Женька, правильно. Громадские справы. Что? А где телевидение будет? Тут оно есть или нету? Это посевную А как же, должно быть. А, сейчас. Я хотела задать через БТ, надо снимать. Задать вопрос Лукашенко. Не БТ, але скажите, что вы хотите испытать? Я его хочу спытать, то, что сказала мне при подаче мной заявления в 2001 году в суд Бобруйский на восстановление на работе. Она мне задает вопрос, судья, кто ты такая, против кого пошла, кому ты объявила войну? И вот я 16 лет получаю отписки из Верховного суда, хотя у меня 3 протеста по незаконному увольнению с работы. Уволили лишь за то, что боролась против коррупции на заводе. Воры на свободе, потому что Пробачте. Пенсионеры. Чего прогонять? Что хотим, то делаем. Я заработала, пенсию не хватит. Не голодаю, и вы не голодаете. Я вижу, что все пушки работают. Что это такое работать? Привыкли, блядь, Копейки работали, и работали. на копейки работают. Скажите, а вы супротив этого всего выступаете? Конечно. А чему? А потому? Так расскажите. Это мои дела, мои дела. Так а что? Заплатили, потому что. Ой, вельми цяжка, вельми такий шум, гам, якби, і люди. Иди на стройку поработай! Явились сюда, прямо провоцируют. Какого черта? Вам можно заплатить? Да, не платили, Ідуть знову аплодисменти. Як бачите, о, Євген Васькович взяв мегафон. І, напевно, тут ніяка така більш-менш офіційна частка, може бути, почнеться. Люди гукають «Живі Білорусь!». Если бы не было коррупции во власти, не было бы нас на площадях. Но коррупция там, в верхушке, либо в нее. Люди вельми жорстко обсікають тих, хто виступає супроти цього мероприємства. Ось все, мегафон, здається, починає працювати. Граждане, мы собрались здесь для того, чтобы исполнялись наши права. Наши права как граждан Беларуси. Власть не хочет нас слушать. Просто потому, что за более чем 20 лет она привыкла обирать нас. Но этот декрет, он стал последней каплей. Вы сами можете наблюдать, как во многих городах Беларуси люди, не относящиеся к политике, выходят на площади, протестуют против поборов и притеснений со стороны власти. Мы не согласны с тем, чтобы нас обирали, чтобы нас считали быдлом. Поэтому мы собрались здесь. Несмотря на все их выкрутасы, которые они вытворяют, несмотря на репрессии, которые они чинят, и прикрываются якобы законодательством, которое сами же и нарушают. Самый главный для нас закон здесь — это Конституция. И его мы придерживаемся. Поэтому призываю всех скандировать не политический лозунг «Баста! Баста действиям властей! Баста декрету на...» Давай работу молодежи! Правильно так. Пенсионерам на пенсию, молодежи работать. А то ты вчера по телевизору сказал, что Я хочу сказать, что у нас стороной брали шизофреник, который даже не служил в армии.
У нас с таким диагнозом даже дворника не возьмут на работу. Почему мы должны подчиняться законам шизофреника, который богатеет, а мы с каждым днем, с каждым годом все беднее и беднее становимся. Нашим детям, внукам вообще не за что жить. Заводы все разгромлены, разобраны. Почему работает только администрация и получает такие большие деньги? Мы стали нищими. Я всю жизнь проработала, превращаясь просто в бомжа. Разве этого достойны? Почему я на пенсии не могу поехать отдохнуть, прожить нормально, так как положено человеку, пенсионеру, он работает честно свою жизнь? Лукашенко слушать просто уже противно, ни одного слова он не, которое он обещал нам, зарплату, там работу, все, нету нигде ничего. Може, каля 1000 чоловік зараз уже на площу Бобруйську, достатково тесно становиться. Люди протягивают выступать, уже не успоминають декрет номер 3, який агульний стан громадства, якби, той, що тяжко вельми знайти працю, вельми малі заробки, і це вельми обурає людей. А в школе какие поборы? Везде поборы, да. Государство. За что вы, дед и отец, за что воевал и без вести пропал? За что? За что? Чтобы вот так вот жить, чтобы впереди детей отправлять в школу, да? За это воевали. Мы за землю воевали, мы имеем право тут жить и распоряжаться своей судьбой сами. Но не кто-то должен нами распоряжаться. Вся Беларусь живет в кредит. Вся Беларусь, мы в кредит живем, и детей в школу отправляем за кредит, учим детей за кредит. Это жизнь. Банки наживаются, строят коттеджи. За какие деньги они вот строят себе коттеджи? дворцы какие сидят, как царь. Сказали, царей нету. А? Приемы какие делают в дворцах золотых и креслах сидят. Если простой рабочий там кусок мыла принесет с завода, значит его надо наказать. А если чиновники замки строят, значит им это надо. Они заработали. Кто-то миллиарды ворует, дают 3-4 года, а кто-то так, что-то украл, дают 5-6. Ничего не ждет, ничего. Работает. Образование какое-то не надо. Насамрэч, дастаткова ўсё хаатычна пакуль адбываецца, арганізацыі асабліва не бачныя. Вельмі шмат пенсіянераў знаходзяцца сёння на плошчы Бобруйскі, непараўнальна болей за моладзь. І варта адзначыць, што людзі з вялікай ностальгіяй успамінаюць савецкі час, як нейкі залаты перыяд для іхнага жыцця, а цяперашні вельмі ганяць тое, што да чаго давялі краіну, як яны кажуць. Вносить поправки. Люди гукають Лукашенко, уходи. Шли. Люди вырашылі крышачку, камусьці махаюць, вітаюць. Убачылі... Убачылі дрон, які лётае, відаць, здымае, і віталі, як бы, гэту...
эту технічну новинку таку. Цікаво, хто-то здимає з дрона, то що відбувається. Добрый день, а вот вы молодые люди, расскажите, чему вы пришли? Вот тут мало, не так много молодых людей сегодня. Ну, потому что надо платить, письма эти приходят. А вы не працуете? Ну, как бы мы вообще только недавно с мест, не столь отдаленных, как бы. Зрозумело. И приходят письма, ходили, как бы объясняли, что ходили, пробовали устраиваться, никуда не берут, опыта нет, как бы везде опыт надо, ну, сами понимаете. Да. На этой бирже очередь, а толку? И платили уже? Не платили. И не будем платить. Ясно, дякую. Люди кучкуються, ось, протягують. І треба, значить, що все ще підходить. Кількість людей увеличується. Что он думал? Добрый день, а можно вас спитать, а что вы сегодня робите на площади? Мы пришли посмотреть и поддержать вообще отмену декрета, который просто идиотский декрет и противоречит всем логическим, человеческим нормам. Вот и все. А у вас кто-то подпадает под этот декрет? Ну, есть один человек среди нас, кто подпадает под этот декрет. Ну и не хотелось бы вообще, причем здесь подпадает, не подпадает. Это любого может коснуться в любой день, потому что этот декрет, грубо говоря, открывает дорогу пенсионерам, просиживающим просто рабочие места, занимающим, и все. Нанимателю невыгодно просто набирать с молодых людей. Каждый может оказаться на месте вот любого, кто сегодня говорит, что декрет надо отменять. Вот и вся логика, простейшая. А вам листы часто проходили? Нет? Так не, на самом деле я только не так давно, получается, потому что мне ходили за прошлый год. Да. Вот, это во-первых. А во-вторых, я не знаю, я никто не едет, типа, я не понимаю, в чем мне должно вообще что-то идти. Я просто работал, сейчас нету работы, лишился. Вы первый раз в таким подобных акциях? Нет, уже во второй, получается, когда был предыдущий тоже посещали, и дальше будем посещать все, что это надо. Людей сегодня больше, или в той раз было больше? Не, мне кажется, в той раз было как-то больше людей. Ну да. Может, это что, припинили этот декрет, подейничало, что меня не прошло? Нет, это скорее больше обозлит людей. Это очередное неуважение в сторону людей. Половина заплатили, половина не заплатили. Деньги отдадим, а может и не отдадим. А может быть отложим, а может переложим. Но это опять показывает, что власть она ничего не может. В общем-то, она не отвечает за свои слова. Так что это такое? Да. Ясно, добре, дякую вам. Все еще гукают Лукашенко, уходи. Они знают, что они крысят куку. Дрон все ще гудзить, льотає над людьми і вельми всіх забавить, так можна сказати, коли підлітає ближей. Добрый день. А расскажите, чему вы вот с дочкой сегодня сюда пришли? Ну, потому что не побоялись, как некоторые. Ясно. А вы подпадаете под этот декрет, может быть? Я не знаю, честно говоря. Мне пришло письмо счастья. Пришло, да? Да, оно пришло, но у меня ребенок до 7 лет, я не знаю. Там до 3 он сделал или до 7. Ну, кажуть, до 7 не бити, коли один не працює. Что вы говорите? Коли один только не працює з сім'ї, ну, батько чи мать, до 7. Да, а у меня муж официально тоже не устроен. А, так само не працює, да? Да. А муж пришел сегодня? Не, мужа нету, он уехал на заработки. У России ездят на заработки, да? И много кто с Бобруйска так ездит в Россию на заработки? Я не знаю, у меня у знакомых очень много. Да? Да. Работы нету. А на заводе на Белшине нема работы? Нет, там сокращения идут страшные. Зарплата снижается. Раньше хорошо платили, а сейчас уже все. Ясно. Добре, дякую вам велике.
Знову Євген Васькович виступає. Каже, что ганьба, они нас боятся. Люди, которые это геликоптера показывают непристойные жесты. А можно вы расскажете? Не, не хочу. Не хочется. Я разволнуюсь. Ну вы так цікаво рассказываете. Все, штрафы, удалили штрафами, ни за что. Это ужас. А декрет, он же отразился на семьях. Этот номер 3. Семья страдает. Хорошо, есть мать, она поддержит. А думаете, отмените его цене? Я думаю, если ум там есть хоть у кого-то, то отменят. Потому что работы нету. Дайте работу. Вот когда работа будет, и он не выйдет, вот тогда у него, пусть он платит за тунеядство, понимаете? Вот это я понимаю, разумный подход. А это я не знаю, чья голова додумалась издать этот указ. Я не понимаю. Он бьет по карману семьи. И он же сказал, до 1 мая всех улотковать на працу. Куда нет рабочих мест. Фабрики за свой счет, предприятия закрываются, колхозы. 2 доярки на колхоз, а было много. Все. Работы нема в Бобруйску? Нету работы в Бобруйску. Сокращение, везде сокращение, как по всей стране. Добре, дякую вам велике. Першапачаткова планавалася, што сёння будзе 6, але пакуль што яшчэ не бачна, каб людзі кудысьці накіроўваліся. Кожны спрабуе свой гнеў, свой боль данесці праз такія вот нейкія выступы, праз міні-інтэрв'ю журналістам, але вось тут кепска тое, што як бы фактычна ніякая арганізацыя няма. Прямой эфир. На всякий случай сказать, на всякий случай. Ну, попробуйте. Это на всякий случай. Меня зовут Андрей Геров, я блогер также. И я на всякий случай хочу появиться в прямом эфире на тот случай, если вдруг, не дай бог, я где-то не появлюсь или где-то меня не будет, то знайте, что надо будет забить тревогу. Про вас же недавно писали, сдается. Да, в Тутбай, и на Бобрбай, и, в общем, вот моя супруга, ей также пришло письмо счастья. Мы попытались в рамках закона отстоять свои права. Вот, сейчас подготовили письмо, его отослали в налоговую, ждем ответа, опубликовали. То есть мы открыто делились, то есть не боялись. Нас много осуждали, то, что мы якобы сидим на диване, но люди видят картинку, не проблема, я сниму видео, сяду на стуле или там где-нибудь. То есть они считают, что если человек сидит на диване и высказывает свое мнение, значит он диванный критик. Это абсолютно не так. То есть, в общем, я не буду об этом сейчас говорить. Суть моего обращения в том, что сегодня я видел 2 людей в белых масках, я подошел к ним, спросил, почему они в масках, они то есть... Сказали не снимать их. Не снимайте, да. Похожи были на людей, которые Максима Филипповича вчера пытались, то есть, насильно заволочь в автозеке. Народ огородил, помог. Вот. Эти люди сегодня были похожи. Вот. Я к ним подошел, они не хотели что-то Бобруйске, напевно, человека 4 уже затримали, так? Я не знаю, то есть я ни с кем не знаком из оппозиции или там с кем-то, я обычный гражданин, просто нас это коснулось, этот декрет, и ну мы как граждане решили... Мы работы, мы просто не можем платить из ничего. А после видео до вас никто не выходил, какие-нибудь там, скажем, там, не знаю, спецслужбы какие-нибудь? Пока нет, поэтому вот пользуясь прямым эфиром, то есть, а то мало ли нам вот сейчас домой ехать, а кто его знает. Ну, я уже 2 года веду канал, я открыто высказываюсь, но я высказываюсь не против политики, у меня канал вообще тематика духовная, но раз нас коснулось уже это, мы как бы решили, что будет не лишним иметь подобные видео у себя на канале. Вот, это не основная тематика моего канала, вот, я не буду постоянно освещать политические вещи и декретные эти моменты, но пока мы ведем этот процесс, мы, соответственно, будем до конца отстаивать свои права.
как говорят, в сражении все средства хороши, но главное, чтобы только не без кровопролитий, без там бунтов, я имею в виду, ну, физических, когда страдают уже конкретно люди физически, то есть, если, ну, в общем-то, я высказался. Ну, дякую вам велике. Якби, здається, потиху вже починають зворочуватися транспаранти. Ни одной копейки не компенсировал, ни одной. Просто чтобы подойти к бордюрам, чтобы выступать. Я задала вопрос, если кое-что, где наши гроши, переместиться к бордюру. Ну, тут так само такі нейка розмова йде з людьми. На Украине и только в Украине еще Он же кричал, один к одному вернет, один к одному. $1 за рубль отдам. Выходите, говорите. Євген, так? Розкажіть просто, як тут опозицію сьогодні, якби я так розумію, всю затримали, що тут нікого не мав виступати? Усіх, хто був дотичний до організації гэтых мерапрыемстваў, затрымалі сёння ўранку, вось мы толькі даведаліся пра гэта. Затрымалі, як я ведаю, даволі жорстка, але ж трэба неяк ратаваць сітуацыю, бо людзі не проста выйшлі сюды ад няма чаго рабіць, а у кожнага насамрэч набалела, і гэта для кожнага праблема. Таму трэба, каб людзі не толькі пастаялі тут, але і выказаліся і паўдзельнічалі непасрэдна. Дзеля гэтага я, як прадстаўнік нашага дому, і астатнія прадстаўнікі розных арганізацый, хто не з'яўляўся на відавоку, зараз выратоўваем сітуацыю. Так гэта вы фактычна якби атрымліваецца нейкай адной з галоўных цэлей сілавікоў пасля гэтага выступу, што могуць затрымаць? Не ведаю, я не думаю, што будуць затрымліваць, бо нават калі браць так, то сам Лукашенко выказваўся, што затрымліваць трэба тых, хто арганізоўвае да таго падобнае. Я нічога не арганізоўваў. Я выйшаў і вырашыў выказацца перад грамадзянамі. Я выказаў сваю пазіцыю, і грамадзяне мяне падтрымліваюць. Адносна гэта не з'яўляецца нават парушэннем тых антызаконных рашэнняў, якія прымаюць яны. А вы былі на першай акцыі ў Бабруйску? Не, я не быў. Не былі. Зразумела. Просто цікава, сёння болей людзей ці меней, якби сабралася? Не магу сказаць, але здаецца, больш за 300-400 дакладна ёсць, але ну, гэта, ведаеце, такія больш маленькія радзі. Что там отбывается? О, человек вышел у тюремной робе. Я приехал поднимать вас, Баранович, Ближей, не потому что мы в этой краине живем как в концлагере. Ближей. Натискать. это можно? Не, вот на эту натискать и ближей. Алло. Вот так, нормально. Поважанные бабручане, я приехал до вас поднимать с Барановичем, потому что затримали мою сябровку з профсоюзу ради електронної промисловості Галю. Вельми шкода, що наша влада знищає нас, і вона нас посадила в 3 умови концлагеря і зараз приймає різні декрети, які антинародні. Напевно, в нашій країні потрібно ввести смиротний указ для чиновників, для наших вибраних, так званих, щоб вони відали, що вони слуги народу, і вони повинні робити все по закону, а вони знищають нас, просто народ. Как мы не мали працы, не мали права заробить на кусок хлеба. Мы народ и повинны отстаивать свои правы. Вы ведаете, сколько людей у нас в краине кончая самогубство. И мы не хотим, чтобы нас знищили, тому мы повинны отстаивать свои правы. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Баста! 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 Вот так вот. Баста! Володя! Говорите, пожалуйста, по-французски. Я хочу представить лишний раз этого человека, легендарный человек. У кого есть компьютер, прекрасно его знают. Григорий Грик, Барановичей.
Ось такий перформанс зладив активіст Ригор Григс-Баранович. Він прийшов у туремній робі, а так само тримаючи петлю і у кайданках. Осудили вот буквально примерно вот за такой же вот приезд, за несколько слов поддержки осудили Ромашевского, Лебедька, Губаревича и даже женщину Ольгу Ковалькову. Им дали по 15 суток. Сегодня, вот буквально полчаса назад, выходя из дома, лидер Бобруйского отделения рэп Галина Смирнова была задержана прямо у своего подъезда. Все, ей не дали выйти из дома. Что это такое вообще происходит? Это было в Польше, в Польше в 1981 году. Тогда это называлось там введение военного положения и интернирование лидеров противников того коммунистического режима. Поэтому я думаю, что формально здесь, да, чем все это закончилось в Польше, все знают. И слава Богу. Польша, если кто помнит, лет 25 назад многие белорусы ездили в Польшу. Ездили в Польшу и, снабжали ее всем необходимым, потому что Польша лежала буквально в руинах после крушения польского коммунизма. Сейчас в Польшу белорусы ездят как на выставку, посмотреть, как живет современная Европа. Потому что там власти нормально. Как не забрали никого. Вы как специалисты, сколько вы оцениваете? Человек 700. Человек 700. Ну, слава Богу. А вы сколько думаете? Я не знаю, мы не можем понять. Это что ходит, это часто, может, понимать. Ну, мы рады, что столько людей вышло. Конечно. А вы на першей были? Не были. Считает себя помазиком Божьим. Уже вот сюда не народ поставил уже, а Бог. Он сидит и думает, что раз его Бог поставил, значит его Бог должен отсюда убрать. А народ что говорит, ему без разницы. Он уже не слушает народ, он думает, что он Богом все поставлен, понимаете? Он не понимает, он не понимает одно, что ненависть народную в тюрьму не посадишь в тюрьму ненависть народную. Всех не посадиш, просто не посадиш. Ну так, уже починає трошки згасати активність. Невідомо, тут ще буде 6, не буде 6, бо якби вже ми казали, що усіх місцевих лідерів опозиції затримали перед початком акції, і не кожен у таких умовах відважується взяти на себе відказність за проведення. От якраз таки зараз закликають свободу там активістів, яких затримали у Бобруйську напередодні. Саня, я здесь. Я ни разу не выпила, не покурила, ничего. Ну так и что, ничего. И живу я на этой самой, на инвалидности. Но все одно. Если хотите, так вы идите и к яму едьте, а не тут. Это кому? Это к яму, это есть к яму обращаются. Люди добрые. По всей стране люди обращаются. Бабуля, а вы выступаете супротив этой акции? Нет, бабушка, она не выступает супротив, она просто... Вам не подобается, что тут люди собрались? Не подобается. А чему? Чему мне не подобается? Потому что это вы провоцируете, сами себе провоцируете. Ну, как кажется, работы нема у Бобруйску. Нету работы, потому что закрывают производство. Сидят эти самые рабочие у этим самым начальники эти у своих кабинетах, а пойти и чтобы сделать это, чтобы было это, яны зарабатывали. Здається, починається все ж таки 6. Люди тут вот становятся, альбо просто на приступки вышейка подняться для выступовцев.
Расскажите, где вы такую форму взяли? А що ви не бачили мене раніше? Ні. Ну, не всі ж бачили, якби, глядачі. А прошлый раз мне дали $500 штрафу за то, что я проводил пикет под час выборов в городе Барановиче. И я завсёды выхожу на акции в этой полосатой робе, как выказать, что мы живем в концлагере. В концлагере только есть одно выйście. Або померти, або повинно быть повстание. Добре, дякую велике. Там нечто вельми емоційний виступ зараз проходить. Кто сюда пришел? Где, покажите мне одного тунеядца? Кто тунеядца? Поднимите руки. Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! К тебе обращаются люди, к тебе! И еще скажу, Путин! Не надо давать ему деньги, он их проест, эти кредитки. Нам отдавать, нашим детям отдавать. За что? Вы ему даете, он на себя и потратит. На содержание своей власти. Больше не надо ему никаких кредитов давать. Вот послушайте там, гражданин России, товарищ Путин. Если вы не любите наш братский народ, то послушайте нас, простых людей. Все. Живет Беларусь! Живет Беларусь! Живет Беларусь! Живет Беларусь! Живет Беларусь! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко будет другой человек, тоже самое. Подняли? Спасибо. Гэты чалавек, які вельмі эмацыйна выступаў, яго завуць Ігор Пятрович. Путін больш не даваў крэдытаў для Лукашэнкі. Я еще такого не видела. У меня просто сегодня истерика. У нас же есть хорошие люди, белорусы, они все хорошие. Даже враги наши, они хорошие. Надо Лукашенко никого не слушать, сесть подумать самому над нашим народом. Мы же хотим жить. Наши дети хотят жить. Как помочь, скажите, люди, как? Как помочь нашему народу? Мы же не обвиняем его, но он должен прислушаться к нам, к людям. Мы же хотим жить. Как можно так? Я никогда в жизни такое не видела. И что в нашей жизни? В 90-е легче было, чем с таким президентом. Какое будущее у наших детей? Подождите, Женя. Можно я скажу тоже? Вы знаете, я очень долго шла сюда, к этой площади. Вообще, я человек, который почти не выхожу из дома. Но сегодня я поняла, что я не могу молчать. Совсем не могу молчать. Как Лев Николаевич Толстой говорит, не могу молчать. И пришла, и вы что думаете? Пришла немножко понять Лукашенко. Почему? Александр Григорьевич, вот если бы меня послушали, если бы вы меня когда-нибудь людей послушали, по одному даже, тогда, наверное, был бы толк. Вот смотрите, я посмотрела прошлый, когда люди собрались на площади в Бобруйске, что было? Женщина одна просит, сколько лет просит, обращается, примите меня, пожалуйста. Почему-то вы не можете ее услышать. Александр Григорьевич, я прожила очень много в жизни и очень много знаю. Эта площадь мне дорога. Здесь песчинки моей жизни. Я бобруйчанка. Вот здесь возле танка Бахарева была песочница. Нас, маленьких детей, оставляли здесь родители, и мы радовались. А еще я пришла, потому что вот здесь была моя школа. Ну, люди працягваюць тут свае крыўды агучваць. Такие вот, знаете, збираюцца группки. Збираюцца группки людей невялікія, як бы.
І ось в кожних їх такі от є люди, які становляться завадаторами, кажуть, розмовляють. У них есть в зарплате доплата за вредность. Вы знаете об этом? Да, везде уже И не поснимали. платят. Доплата за вредность исполкомовским работникам. За что? За какую, блядь, вредность? А что рабочим не добавляют за субботу, что выходит? В субботу каждый выходит, хай бы доплатили деньги, премию. Нет. Я работала на Человек не химическом вышел, заводе, мы увольняют. уходили в 45 лет на пенсию. Какое имеет Там право вот они мы, увольнять видите, человека в Смоле за мы субботу, что не кипели 8 выходит? лет. Было 45, мы уходили на пенсию, 50 мужчин. Сейчас все поснимал. 45, все льготы поснимал. Нет людям ничего. Ни мыло того даже не выдают. Добавили Да, эти всё годы поснимал. пенсии, Попробуйте, полгода. пусть Люди дети помирают, попробуют и там пенсии побыть. не заробят У с той такими химии, в зарплатами. той смоле покипеть. Я кипела 8 лет. И что я получила? Мизерную пенсию. И прогрессивку а я получает должна была администрация. 132 тысячи Правильно? получать при Рабочие советской прогрессивку власти. не А я получают. мизир получила, Но мизерную пенсию. люди хотят. Никуда не обращаются, Гроши всё добавил, правильно. и Я работала, с работа меня была. Вот высчитывали, мне коэффициент 1,5, с меня высчитывали деньги. Я обратилась в эту самую райсобес, почему с меня высчитывают деньги, а почему у меня пенсия минимальная. И когда я пришла на пенсию в 95 году, уходила, они сказали, я говорю, почему у меня коэффициент большой, а пенсия малая. Они маленькая у сказали, нас. мы не знаем, как начислить пенсию. И после того мне никаких добавок. Все. Понимаете, Протягується все ще акція у Бобруйську на площі Перемоги. Ну, але можна сказати, що мероприємство вже йде на спад, вже потиху розходяться, губляють цікавість. Всі, хто хотів виговоритися, ті люди виговорилися. А тепер ось так уже потиху розходяться. Добрий день, скажіть, а ви на акцію прийшли? Интересуемся. Просто так, да, якби. Ну і що думаєте? Отменится декрет номер 3 чи не отменится? Я не знаю. А як ви ввогуле ставитесь до цих людей? Просто шли мимо. Ну, но некая ж позиция у вас повинна быть. Интересно вообще, что здесь происходит. Это милиционеры, вы их не знаете? Не. Милиционеры. Да? Они нам еще не рассказывают. Серьезно? А? Ходят семейную пару изображают. Ну, тоді вельми цікаво, Они коллега. же боятся, власть поменяется, все, куда? Тунеядцами будут. Настоящие тунеядцы. Половина народа, половина таких. І що, хапає тут міліція ще? Человек 10, минимум, только я вижу, которых я знаю. А почему не озвучат, сколько тунеядцы привозят в Беларуси российских рублей, особенно перед Новым годом? И что они за это самое? Вы ездите, может, в Россию на работу? Езжу, да, Ездите, потому что сварщик 6-го разряда, я здесь не могу устроиться. А в Росії як там? Милицию надо идти. Россия хорошо относится к белорусам. Вон спросить у них, может, место вакантное есть. Вон милиционеров спросить надо. Органи нам не сказали, позитивно вони ставляться чи негативно до акції. Розкажіть, а ви з собаком прийшли на акцію? Да. Ой. Сидеть. Можете у него взять интервью. Ну, собака навряд чи розкаже, а ви розкажіть, а чому ви сьогодні тут? Как подтримать народ. Бо все надоело. Хочем лепшего для своих детей, для своих внуков. Ніхто під декрет з ваших свояків не трапляє? Почему? Є, да? Есть, конечно. І приходять ці листи з час? Приходят, да. Ясно. Як думаєте, відміниться цей декрет чи ні? Если его и отменят, то после декрета номер 3 будет декрет 4, 5, 6, и это будет бесконечно, пока будет... Потому что Пока вместе с источник декретом декретов нужно не помрет. отменять все. Это правительство, эти выборы, которые мы не выбирали, не депутатов, депутаты не для народа, для себя только. А ви на першій акції були в Бобруйську тут?
Нет, к сожалению, не были. И очень пожалели об этом. А ўвогуле, як гэта в Бобруйску столькі людзей збіраецца, это для вас нечаканасці, вы чакалі, што столькі прыйдзе? Калі пора першую акцию, то нечаканно было. Я когда уже вот, в соцсетях это все вот этого Максима Филипповича блог просмотрела, то, конечно, была приятно удивлена. Ясно, добре, дякую вам велике. Колькість, до речі, вже упала. Я думаю, що чоловік 500 зараз десь на площі. У піки, я думаю, було чоловік 700-800 десь у Бобруйську сьогодні. Все еще люди потиху берут микрофоны, выступают, как бы некоторые слухают, что там отбывается. Добрый день. А расскажите, что вы сегодня тут робите? Мимо проходит. Завтра меня попросят объяснений в другом месте. Ну, навряд чи звольниться, напевно, за праці за таке. Здоровается. Здоровиться, думаете. Є у Бобруйську вогулі праця чи нема? То есть? Бо праця є людям? Где? Не, ну я питаюся, що у вас. Нема ничего. Нема, да? Вымывают и дальше. До речі, один з вельми редких людей, які прийшли на акцію, хто не вельми хотів говорити, криху боючися за свою працю. А так, у принципі, всі люди, до речі, вельми готові говорити і без проблем згаджаються на коментарі. Добрый день. А вы расскажете, что робится тут? Нет. На праце, может быть? Не знаю, что робится. Цифру вы оцениваете. Какую цифру? Коллеги вот з Бобруйська кажуть, що вони лічать, що все-таки 1000 чоловік є. Сьогодні була на площі з комерційного кур'єра. Так, от люди скаржаться, що вельми кепсько чувати, що є один такі невеликі мегафони, якби тут мало що чутно, особливо тих, хто знаходиться у далеких шерегах, тільки тих, хто близько знаходиться до мегафона, можна говорити. Ось пропонують виказуватися, пропонують говорити людям, але... Не дойдешь никуда. Просто жалко молодежь, она несчастная сейчас. Им ни квартир нет, ничего на свете. Ни еды, ни квартир, ничего. Ничего, да. У садика, люди написаны, садик на 10 дней. Покрасить полы. Я не прошел мимо. Ой, а можно вас записать? Не хочется. Не, ну просто скажите, что вы сегодня, чему пришли сегодня на площадь? Зарплата великий у Бобруйска? Мы не осведомлены этим. Так что, не маете працы? Тунеядцы. Тунеядцы? Да. Проходили листы счастья? Конечно. И что, платили? Мусорки, что? Даже не читали. А вы, может, в Россию на заработки ездите?
Когда-то ездил, сейчас не езжу. Не їздите, да? Ясно. Так а як виживаєте? Так и живем. По договору найма. А, по договору? Да, Ясно. родители помогают. Как все выживают. А працю тяжко знайти тут? О чем вы говорите? Конечно. На завод Белшины нереально влаштоваться? Нет. Я когда-то обращался, давно писал. Не взяли, еще дети были маленькие, вот дети были. 2 раза сокращенный был. Ну как сокращенный? По контрактной системе. С Белшины вас контракты сокращали, выше, да? не на Белшине, на других предприятиях. Ясно. И после этого потерял веру, я больше никуда не писал, не обращался. Стал сам по себе выживать. Да, ясно. Добре, дякую велике, що розказали. Спасибо. Ну, уже літерально, напевно, чоловік 300, може бути 250 засталося на площі. Ну, що вже все. Іде на спад, іде зменшається кількість удільників. Ты чувствуешь? А улады, до речі, запрошали про мегафон, у Ніки там сход там вони проводять. Пускай Влада разговаривает сама с собой, потому что ей уже никто не верит. Они сегодня на площади запустили, на пустой площади центральной запустили динамики и поют про процветающую Беларусь. Полностью пустая площадь, люди идут, смеются. А с утра всех соседей милиционеров видел, они в форме, с дубинками выехали сюда. Шел сюда, ехали 3 газели пустые к площади. Они что, пенсионеров боятся? Ну, здесь, видать, у дворах ховаются. Они в дворах, они объезжали тут по улицам, объезжали туда. А эти хлопцы молодые ругались, их выходной выдернули и с дубинками заставили ехать сюда. В черной форме. Для разгона чего? Кого? Здесь нету диверсантов. Вы працуете? Нет, я занимаюсь своим огородом. Потому что у меня больное сердце. И як лист счастья до вас не приходил? Пришел. И что, вы платили? Нет, конечно. Я за воздух платить не буду. Ясно. Дякую вам велике, що розказали. Факт, чому ви сьогодні сюди прийшли? Вот, это самое. Вот обратитесь к молодежи. У молодежи маловато ніяк сьогодні. Ну вот обратитесь, пусть они это высказывают. Ну ви ж так само, якби, коли прийшли сюди в Супрос. Ну, я просто вот пришел так по пути, вот встретил знакомого. А мы как Так, все. ну так, в принципе, да, как и все. Поддержать этих людей, которые пришли сюда с требованиями. Не надо просить, надо требовать. Думаете, добьются? Ну, надо надеяться. Как-то надо начинать. Да. Сколько? 23 года у власти. Чего мы добились, когда мы молчали? А на выборы вы ходили? Ходил, но я ни разу за Лукашенко не голосовал. Честно признаюсь. Усіх записуємо, ніхто ні разу за Лукашенко не голосував. Я вообще. Я ни разу не голосовал, а он же выбрали. Я самый первый раз, когда только голосовали, я женщине сказал, посмотрим. Ого. А ви на акцію прийшли у такої пригожій? Да, масці? да. А, Это шапка, это шапка. Шапка? Да. Просто не видно. А як ви вуглі ставитесь до того, що тут сьогодні проходить? Ну, я думаю, что это правильно, потому что я тоже против налога на тунеядство. Народ уже просто довели до края. Ее знакомые, может быть, вы подпадаете? По идее, я подпадал под налог. Часто, как президент сказал, что за 15-16 год налог взиматься не будет, соответственно, с меня это сняли. Но я как человек, пришел поддержать, просто я понимаю, что это такое, когда нет работы, когда люди ищут эту работу, когда люди с высшим образованием по специальности устроиться вообще не могут и работают где попало, как говорится. Это нехорошо. А где вуглі людям молодым у Бобруйську лоткуватися на працу? Честно говоря, вот я, человек с высшим образованием экономическим, допустим, я отучился, пускай заочно 5 лет, но работать за 2,5 миллиона тем же самым экономистом, ну, сами понимаете, прожить на эти деньги сейчас невозможно. При нынешних ценах, при нынешней квартплате это просто гроши. Поэтому я искал работу уже даже и на заводах, ну, чтобы просто по зарплате, чтобы зарплата была хорошей, высокой. А где самая великая зарплата у Бобруйска? Допустим, сейчас я работаю в сфере торговли, то есть это там еще можно, да, где-то набрать 400 рублей и выше, и выше, и то не везде. То не везде. Сейчас стабильная средняя зарплата где-то 200-300 рублей по городу. Ясно. Добре, дякую вам велике, що розговорили. Нічого страшного.
Бачите, такі колоритні люди приходять у масках. О, подайте на свечу. Добрий день. А ви удільничаєте у цій акції? І як вам? То, що тут проходить? Как и всем. Підтримуєте цих людей? Подтримливаем. Ясно. Праця є у Бобруйську? Кто працує, а хто і ні. Не хочуть чи нема? Нема роботи. Нема. На заводах тут нічого ні. Ці гроші вельми малі платять. Ясно, ну добре, пробачте. Всього доброго. Коля. Ну, тут уже вот, ведаеце, лічаныя плакаты застаюцца, не шмат хто да гэтага часу яшчэ на плошчы. Добрый день. Расскажите, вы удзельнічаеце ў этой акцыі? Ну, вроде бы как раз присутствую, наверное. А на першай былі ў Бобруйску тут? Что? Першы раз, калі акцыя праходзіла, Нет, былі? нет, Не былі, да? А як увогуле ўражанне? Много людей, по-вашаму, прыйшло ці не вельмі? Сегодня? Ну? Я думаю, что мало. Мало? Я считаю, что надо бобруйских жидов шатать посильнее, чтобы побольше народу пришло. Что им нужно кислород перекрыть или что, чтобы собралось побольше народу. В других, я слыхал, что в Финске больше народу, там еще в других городах. Ну, тут что-то, значит, не так плохо, ё-моё. Так а вам як живеться? Мне? Так а я тут не живу, я только приезжаю, побыл, привез денег, уехал. А вы, может, в Россию на заробки ездите? Да. А что там за праца у вас? Работаю водителем. Водителем, да? Да. И много отрымлівається? Ну, Хватает. як би в порівнянні з Бобруйськими. Я маю на увазі. Я думаю, что в Бобруйске столько не заработать. Не заробишь, да? предприятии. Ясно. Много ваших знайомих в Росію так їздить? Часть значительная. Да. Процентов, наверное, 30-40, может, половина, 50. Ну да. Ясно. Много сейчас вообще, много стал сталкиваться с белорусами, потому что здесь везде безработица, сокращение, как бы насчет работы. Ну, вот в Москву езжу 20 лет, потому что... 20 годов уже ездишь. Да, не могу себя найти здесь, реализовать. Поэтому уже как бы мысли такие поступают, что нужно уже туда перебираться. Здесь уже Беларусь себя исчерпала. А семья тут ваша? Семья пока здесь, но уже мысли ходят, что нужно убегать отсюда, потому что чем дальше, тем веселее. К чему она придет, непонятно. У меня просто брат когда-то был в БНФ, сейчас не находится там. Он еще на первых митингах выступал, вот по поводу, ну, всей этой, как говорится, пустоты. Вот. И говорил, подождите, придет время, вы выйдете на улицу. Вот я сейчас вспоминаю, я тогда с ним спорил, голосовал за батьку, как говорится. Сейчас я, конечно, в шоке со всего этого. И то, что его, как говорится, слова, ну, приходят в действительность, в реальность, реализуются. Я как бы в шоке полном. Ясно. Добре, дякую велике, що розказали. Телефон розмовляє. Кто это будет? Что это за... Мы наша Нива. А? Наша Нива. Наша Нива? Да. А, хорошая. Это Светлана Калинкина? Не, это Народная воля. А, Народный Середич. Середич. Середич, знаем такого. Ну, це саме. А розкажіть, як вам сьогоднішня акція? Сподобалося, не сподобалося? я Много задоволен. людей, мало людей? Ну, хотелось бы больше, но вы сами знаете, организаторов наших арестовали, в курсе дела. Ну, в общем-то, будем потихоньку собираться, потому что жить дальше некуда уже. Вот, по себе могу сказать, у меня жена 55 лет, на пенсию не пошла из-за того, что родила 2 детей. И вызвали на комиссию, оскорбили, что идите дорабатывать. Она говорит, куда мне идти работать? А они говорят, кто хочет, тот найдет работу. Она вышла вся в слезах, гипертонический криз. То есть жить так больше нельзя. Я сам ликвидатор. Пенсию дали 2300. Вы ликвидатор, да? Да. 40 лет стажа. Мне дали 2300 пенсию.
Представляете, разве можно так жить? А як діти уладковані? Дети мои за границу уехали, потому что закончили здесь высшее образование, тоже работы такие были по 1,5-2 миллиона, не выдержали девчата и уехали. Ясно, ясно. Я А молодым ездил в угле в Бобруйску? В Бобруйске работы нет. Вот моя жена тогда пошла, когда ей отказали в пенсии за рождение детей со слезами. Ей там ответили на бирже. А говорит, живите, как жили раньше. Вот этот ответ наших чиновников, нашим бедам. Да. Понимаете? Я считаю, что уже все, эта власть себя исчерпала. Надо делать новые выборы. А вы за Лукашенко голосовали когда-нибудь? Никогда не голосовал я. И вообще, честно говоря, последний